Мебельный бизнес считается традиционно мужской сферой, но Ольга Ким доказала, что возможно все. С 2019 года она руководит компанией «Промебель», которая сейчас работает уже в 4 городах Таджикистана, и о том, как развивать этот бизнес так, чтобы он был успешным, как Европейский банк реконструкции и развития помог в организации и в поддержке этой команды, ну и, естественно, как преодолевать все сложности, узнаем прямо сейчас. Ольга, женщины в бизнесе для Таджикистана — это, в принципе, отличная тенденция последних лет, но, как ни крути, именно мебельная индустрия, она по сей день считается традиционно сферой мужской. Как вы оказались в этом деле и что вдохновило вас на создание компании именно в этой сфере? Компания «Промебель» — это мультибрендовая компания, которая предоставляет продукцию многих мировых брендов по производству мебельных материалов и мебельной фурнитуры. Наша компания является некой площадкой, на которой встречаются производители мебели, конечные потребители, дизайнеры и мебельщики, где они могут прийти и из большого количества ассортимента, который мы предоставляем, выбрать именно то, что поможет воплотить их дизайн или их мечту в реальность. А начиналось все с чего? Начиналось, конечно, с методов проб и ошибок. Были моменты неудачных партнерств, конечно же, не без этого. Но в целом начиналось все с того, что в нашем шоуруме мы предоставляли, скажем так, материал для корпусной мебели. И на тот момент на первый момент мы предоставляли продукцию компании австрийского производителя мебельной фурнитуры Blum. Вот. С этого начинался наш путь. Далее мы анализировали, смотрели, что необходимо нашим потребителям, понимали, что на рынке на тот момент очень много было очень некачественной фурнитуры, и мы поняли, что нам нужно идти немножко дальше, нам нужно предложить нашему потребителю более качественный товар. Мы стали ездить на международные выставки, искать, чтобы подошло именно под наш рынок. Ольга, смотрите, вы работаете со многими брендами. Я так понимаю, большинство из них все-таки не в самом бюджетном сегменте. Насколько это было рискованно выходить на рынок Таджикистана именно вот на этой нише, зная, что многие все-таки предпочитают в первую очередь низкую цену, а не высокое качество? Дарья, вы совершенно правы. Мы работаем в сегменте средний плюс премиум, но в целом это больше связано с тем, что мебель — это современная мебель, она должна быть не только красивой, но она должна быть прежде всего функциональной, эргономичной, чтобы повысить качество жизни, да, качество жизни ее потребителя, скажем так. И современная мебель — это больше о долгосрочных инвестициях. Соответственно, как мы все знаем, что хорошее не бывает дешевым, да, и мы стали искать тот продукт, который поможет, скажем так, создать мебель и долгое время ее использовать. Поэтому мы стали выезжать на международные выставки, мы стали искать тот материал, который именно будет соответствовать всем стандартам, скажем так, и экологичности, да, и тем стандартам качества, которые бы мы хотели видеть, скажем так, в домах наших, в домах наших потребителей. Поэтому с этой точки зрения мы именно сегодня предоставляем тот перечень продукции, тот ассортимент продукции, за который мы точно можем, так сказать, отвечать, да, Ручаться. Да, за который мы можем ручаться. Одного из наших, так скажем, флагманских поставщиков компании Blum. Это единственный на сегодняшний день продукт, который дает гарантию качества более 10 лет. То есть, используя данную фурнитуру в производстве мебели, как мебельщики, так и дизайнеры, так и сами конечные потребители могут быть уверены, что они будут использовать эту мебель, как минимум лет 10. Душанбинский филиал «Промебель» расположен на 3 этажах, где, мне кажется, каждый сантиметр заполнен определенными демонстрационными материалами. Хотелось бы узнать все-таки, какие товары, какие материалы вы предлагаете, и помимо материалов еще и услуги. Да.
На самом деле мы предоставляем большой ассортимент продукции, из которого изготавливается мебель по индивидуальным заказам. Это как материалы для создания корпусов, так и для создания фасадных частей. Вот на данном стенде мы представляем турецкого производителя панелей. Это компания АГТ, один из крупнейших мировых игроков. На данном стенде вы видите, что любое дизайнерское решение в принципе может быть воплощено в жизнь. Сейчас мы находимся у стенда компании Эйгер. Это австрийский бренд, который производит как мебельные плиты, так и плиты для напольных покрытий. В нашем шоуруме предоставлено более 100 декоров различных вариантов, как однотонных, так и древесных и фантазийных декоров, которые можно наглядно здесь посмотреть и пощупать, как это будет выглядеть в мебели. Фактурные поверхности, мне кажется, они особенно привлекают некоторых покупателей. Да, на самом деле это так, потому что мы сегодня говорим о экологичности, о натуральности. Мы хотим видеть нашу мебель максимально приближенной к натуральному дереву, поэтому данный поставщик делает это на самом деле на очень высоком качестве, на очень высоком уровне. Мы не только продаем плитный материал, но также оказываем услуги по распилу и кромкооблицовке. То есть, придя в наш шоурум, любой производитель мебели, у которого нет своего цеха, может обратиться к нам и напилить любой материал под необходимые детали. То есть он просто предоставляет замеры, а вы уже делаете распил. Да. Ольга, мне кажется, когда речь идет о мебельном бизнесе, об этой сфере, людям всегда хочется прийти, посмотреть, потрогать, как все это выглядит. Но тем не менее онлайн-площадки, да, маркетплейсы, они позволяют нам периодически сэкономить классно время. Вы тоже запустили онлайн-версию вашего магазина, где можно приобретать теперь в режиме онлайн всю продукцию. Почему вы отважились на этот шаг и насколько вы считаете его эффективным? На самом деле мы давно думали об этом, мы видим тенденции развитых стран, да, наших соседей, мы понимаем, что сейчас мир не стоит на месте, и все движется в цифровизацию, все движется в онлайн-продажи. И мы давно планировали запустить такую площадку, где будет не только представлен наш товар, но где можно будет его и приобрести. И эта программа интегрирована с нашей 1С-системой. Вот. Поэтому мы с этой просьбой обратились в Европейский банк реконструкции и развития. И совместно мы сделали такой проект. Но на сегодняшний день, если честно сказать, возможно, это в целом пока еще культура не так уж развита, и на самом деле потребителей, которые покупают онлайн, еще не так уж много, но мы не теряем надежды, мы продолжаем постоянно, скажем так, модернизировать, улучшать, смотрим, где мы можем стать лучше в плане онлайн-продаж. Надеемся, что в скором времени мы тоже догоним и сможем активно продавать через наш сайт. Желаю вам в этом успехов. Спасибо большое. Вы сейчас как раз затронули тему Европейского банка реконструкции и развития. Насколько я знаю, по одной из их программ вы проходили курс для женщин-предпринимателей. Можете рассказать немного об этом проекте и насколько он вам помог в вашей деятельности? Да, в 2023 году я находилась в личном обучении, проходила коуч-сессии с небезызвестной Фирузой Насыровой. Вот. И от нее я узнала, что есть такая программа «Менторинг для женщин-предпринимателей». Она на тот момент являлась техническим оператором данного проекта. И, видя мои запросы, она сделала мне такое предложение поучаствовать в данном проекте. На самом деле проект был очень интересный, много нового было изучено мною. Значит, сам проект построен следующим образом. С каждой менти предоставляется ментор, который ведет ее в течение 6-9 месяцев, да, в зависимости от ее запроса. А потом рождается чудо, раз в 9 месяцев. Да, совершенно верно. В моем случае мне был предоставлен коуч с Казахстана. Мы начали разбирать наши бизнес-процессы, разбирать наши, скажем так, боли, которые были на тот момент в бизнесе. И
Я хочу сказать большое спасибо Европейскому банку реконструкции и развития, который пошел на такие уступки и сделал, скажем, такую преференцию мне. Был подключен еще бизнес-трекер. И в моем случае работа велась в формате бизнес-трекинга и коучинга. То есть я работала с 2 менторами, у меня было 2 ментора в данном проекте. И я хочу сказать, что на протяжении прохождения данного проекта мы не только смогли разобрать, скажем, проблемные ситуации, которые были на тот момент, но и также их опыт международных тренеров помог мне увидеть многие вещи, ну, как бы с другой стороны, с новой стороны. В том числе мы совместно разработали в тот момент новую оргструктуру. У нас был такой некий переход от, скажем, такого небольшого шоурума. Именно в то время мы вот перешли в формат уже большого магазина, вот этой площадки. Поэтому мне было очень ценно, что они не только работали со мной, но и с частью нашей команды. Вот. Проводили различные сессии, помогали найти различные решения, помогали найти точки роста продаж наших. Вот в целом такая работа была проведена. Вообще есть люди, которые считают, что предпринимателем надо родиться, должна быть вот эта вот предпринимательская жилка. Кто-то говорит, что это большой путь обучения. Вот для вас как на самом деле строится этот путь? Я думаю, что в частности, особенно для женщин, наверное, это большой путь обучения. То есть нужно быть всегда в процессе обучения, потому что, как я уже сказала, мир не стоит на месте, все меняется каждый день, что-то новое происходит, и нужно постоянно быть в теме, в тренде. Да. И в целом, конечно же, какие-то определенные качества, они должны быть врожденные, но их можно развивать. Если их нет, то можно их развивать. А что это за качества? Такие как, ну, допустим, я считаю, что дисциплину однозначно можно развивать, да, которая немаловажную роль играет в бизнесе. Такие качества, как целеполагание, тайм-менеджмент тот же самый. То есть есть такой момент, когда в бизнесе же мы часто понимаем, что каждый день мы сталкиваемся с какими-то сложностями. И понимание того, что сложности — это и есть наши точки роста, ну, я думаю, что вот именно об этом наша программа тоже нас обучала, что любая сложность — это есть ваша точка роста. В самом начале нашей беседы вы сказали о том, что вы прочувствовали рынок, поняли, что есть, да, необходимость в подобной фурнитуре, материалах на данный момент. Но тем не менее, когда вот вы отважились запустить этот проект, как отреагировали окружающие? Женщина, которая будет заниматься в строительной компании, как? Ну, разные мнения были, особенно со стороны, первое время, особенно со стороны мебельных мастеров. Потому что в тот момент на самом деле было действительно мало представительниц женского пола, да, в этом рынке. И мы первые, кто ввели девочек-консультантов. На тот момент им казалось, что мало чем мы можем им помочь, да. Но со временем мы действительно показали, что мы не только можем, скажем, профессионально консультировать, да, но мы также можем помочь с выбором в огромном ассортименте, потому что на сегодняшний день те же самые мебельные механизмы, да, или те же самые материалы, они имеют огромное количество различных нюансов. И не зная их, можно, скажем так, сделать мебель недостаточно удобной, недостаточно эргономичной. Поэтому, ну, я считаю, что ту работу, которую мы проделали в плане обучения персонала, да, мы и сами учились, и персонал обучали соответственно, сегодня уже поменялось это мнение, и они к нам уже с удовольствием обращаются за той или иной консультацией. Доказали свою экспертность. Это здорово. Если я сейчас попрошу вас дать 3 совета девушке, которая мечтает стать бизнес-леди, что это будут за советы? Ну, прежде всего, нужно понимать, какая цель. Нужно понять, какая цель, определиться со стратегией. Второе, наверное, не бояться просить о помощи, искать себе наставников, потому что с наставником этот путь может быть гораздо короче.
Ну и в-третьих, конечно, верить в то, что вы делаете, и любить то, что вы делаете. Спасибо большое. Ну и вам спасибо, друзья, за то, что были с нами. Эта серия подкастов подготовлена при поддержке программы Европейского банка реконструкции и развития «Консультации для малого бизнеса».